«Сосед, сколько стоят персики?» – спрашивает один из покупателей на небольшом дорожном рынке, который образовался несколько месяцев назад на перекрестке дороги, разделяющей автотрассы Ош-Баткен-Исфана и Исфара-Ворух. Это точка важное звено центральноазиатского торгового пути между Таджикистаном и Кыргызстаном. Именно здесь хорошо развивается приграничная торговля. Баткенская область является одним из отдаленных регионов Кыргызстана. Расстояние до Бишкека составляет примерно 1000 километров. И поэтому для кыргызов, проживающих вблизи границы, покупать таджикскую продукцию намного удобнее, чем транспортировать ее издалека. У таджиков также есть возможность покупать кыргызские промышленные товары, стройматериалы и бензин по низким ценам, так как после вступления в ЕАЭС в Кыргызстане были сняты все таможенные барьеры, поэтому цены здесь намного ниже, чем в Таджикистане. Я часто езжу в Баткен навестить родственников и очень рад, что в последнее время связи между нашими странами налаживаются. Женщины нашего села ткут ковры, которые могут продавать на приграничном рынке в кыргызском селе Самарканда. Исфара является на сегодня центром транспортных коммуникаций. Отсюда в последнее время часто выезжают граждане Таджикистана через Баткен в Ош, чтобы вылететь в Российскую Федерацию на заработки. По словам таджиков, такой маршрут обходится им дешевле. В свою очередь, из различных районов Баткенской области в Исфару приезжают кыргызы, которые обследуются в местных больницах и отдыхают в санаториях. Это хороший показатель, так как любое транспортное сообщение всегда будет способствовать развитию торговли и взаимовыгодных отношений, положительно влияя на развитие инфраструктуры приграничных сообществ. Житель Баткенского района Анурбой Кушназаров уже более 10 лет занимается частным извозом. И вообще у нас налажены связи с Таджикистаном. На рынках и в Исфаре, и в Баткене почти одинаковые товары продают. Но все равно торговля идет хорошо. Поэтому у меня всегда есть клиенты. На перекрестке автотрассы Исфара-Ворух всегда многолюдно. Здесь на придорожном рынке, который образуется в сезон сбора урожая, останавливаются машины, курсирующие в кыргызские и таджикские села. Сельский учитель из таджикского села Ходжи Ало Абдукудус Шудиев встретил здесь за продажей фруктов своего бывшего ученика Аваза, который живет в соседнем кыргызском селении Ортабос. Ученик узнал учителя и сделал ему солидную скидку на персики. А чему вы учили его? Предмет английского языка. Предмет английского языка преподавал. Они уже закончили. Вот. Бизнесом занимается. Снижению напряженности в регионе во многом поспособствовала приграничная торговля. Вы, наверное, в курсе, какие конфликты имели место между жителями приграничных территорий Таджикистана и Кыргызстана. Вот эта столовая, которую мы открыли всего лишь год назад, призвана объединить людей. По словам Машхуры, конечно, открывать свой собственный стартап, особенно на конфликтной территории, было непросто. Но молодая женщина и ее муж решили рискнуть. Тем более в новообразованном селе Заравшон, где они живут, всего 12 домохозяйств. Молодая семья взяла небольшую суду и построила у перекрестка автотрассы свою столовую. Постепенно народу у нас в столовой за счет кыргызских пассажиров стало больше. Я уже стала учить кыргызский, чтобы общаться с ними. По мнению молодой предпринимательницы, торговля помогает развивать дружественные связи между народами. И не зря на баннере, который установлен рядом со столовой, по предложению местных активистов написаны знаменитые строки Саади Шурузи, чтобы каждый проезжающий мимо человек вникнул в суть этих золотых слов, написанных 8 столетий назад. Все племя Адамова – тело одно, из праха единого сотворено. Мы с соседями единый организм, поэтому должны жить дружно и понимать друг друга. Таджики и кыргызы – дружба, говорит местный торговец, один из уважаемых людей в местном сообществе. Он говорит, что старшее поколение в кыргызских и таджикских селах более толерантное, нежели горячая молодежь. Поэтому старается все время быть среди молодых людей, чтобы своевременно разрулить возникающие споры и конфликты. Вот персики, как видите, тарбузы, дыни. Спокойно народ приедет, покупает, уедет домой. Торговля между жителями двух стран развивается не только на придорожных базарах, но и на спорных территориях. Например, на территории кыргызского села Таштумшук и таджикского кишлака Ходжи Ало, который находится в 35 километрах от Исфары. Житель кыргызского села Мурат Айдаров занимается предпринимательством уже который год. По его словам, товары первой необходимости, которые он продает, в основном покупают граждане Таджикистана. Сейчас у нас дешевле, основные у нас покупают таджики. В свою очередь, местные таджикские предприниматели продают рядом с кыргызским селом стройматериалы. На приграничной территории, как видите, торговля идет слаженно, потому что здесь все дешевле. У нас покупают все, независимо от национальности и места проживания – кыргызы, таджики, узбеки.
Торговые отношения между таджикскими и кыргызскими предпринимателями наладились благодаря слаженной работе местных властей Исфары и Баткена в партнерстве с международными организациями. Полгода назад, впервые после пограничного спора 2014 года, кыргызские фермеры и предприниматели с официальным визитом приехали в Таджикистан. Торгово-экономические отношения возобновились после двухлетнего прекращения торговли в ряде районов пограничной зоны благодаря усилиям программы развития ООН. Когда говорят о единстве народов, то имеют в виду именно такую поддержку. Таджики и кыргызы, работающие в Сагдийской и Баткенской областях, продолжают торговать на приграничной территории. Эти отношения свидетельствуют об уникальной, естественно возникающей свободной торговле. Властям двух стран остается лишь законодательно оформить уже действующие экономические отношения в приграничье в виде свободной экономической зоны. Являюсь, депутатом Маджлиса города Исфаринского района в 3 созывах. Живем очень дружно, без никаких, проблем. Я гордо могу сказать, что я горжусь, что живу и работаю в Таджикистане и Исфаринском районе. Местный депутат считает, что приграничная торговля всегда помогала кыргызам и таджикам поддерживать нормальный жизненный уровень. Поэтому сегодня есть необходимость в развитии взаимной торговли на приграничных рынках. Ведь, как отметили многие жители, с кем довелось нам встретиться в Исфаре и Баткене, торговля поможет снизить напряженность во всем регионе и решить многие экономические проблемы населения.